Так, девочки, на своем канале тоже немножко сниму. Софишка, ты людичкам говорила всем привет? Давай. Софишка, скажи людички всем привет. Ты что делаешь людичкам? Расскажи, что ты делаешь? Ты так выбираю. На своем канале Вот тоже немножко выбираю. положу, Анжелика тут. Людички вот выбираю. Смотри. Ага, молодечек. Молодечек. Платье выбираю. Платье выбираешь? Кто тебя? Софишка, это ты яблочко не доел? Так некрасиво ложить. Убери, забери яблоко и докушай. Так некрасиво огрызок ложить. Ты же хорошая девочка. Туфли выбрала. Угу. Вот я снимаю только что на Анжелном телефоне снимала, на айфоне. А сейчас свой взяла, какая разница? Но я никогда не смогу пользоваться айфоном. Для меня это кажется так сложно. Может, вообще-то желательно, хочется, да, хорошую камеру прям. Все равно у меня качество плохое. Вот я вот снимала с Анжелного телефона, это небо и земля. И даже купить не то, что там сказать проблема, нет. Просто я думаю, смогу ли я пользоваться. И он какой-то тяжелый. Легкий? Ценник мою легкий, просто у меня чехол чуть это самое, ну как бы потяжелее. Ну, можешь поменьше. А так вот я смотрю, я когда начинаю кухню снимать, я по кухне вижу качество. Сразу другое. Все равно он жил прям на айфоне, прям насыщенные цвета и хорошая съемка идет. А вообще я хотела бы фотоаппарат. Говорят, Sony хороший. Вот именно снимает. И все равно я вижу, что по качеству, конечно же, мой намного хуже. Девочки, вот эти печенья такие хорошие. Я вот не люблю такую сладость, прям такое сильное, да, вот сладкое. Мне вот этого нравится. Еще мне нравится посуда вот такого качества. Я хочу прям себе такой набор. Он очень так красиво смотрится. С ним есть все. И тортницы, и менажницы. Для первого, для второго. Там разные фруктницы. Для варенья, для конфет. В общем, хорошая такая расцветка, прям богатая. Ну, просто, ну, опять-таки, посуды полно. Как бы... Не знаю. А что делает Софишка? Лежит, да? Ты с дивана на диван. То чувство, когда жизнь удалась. Девочки, пойти покрывало, что я покупала. Вот сюда. Мягкие, хорошие. Ну, мне просто надо этот мягкий полностью обшивать. Он меня раздражает, это расцветка вообще. Его нужно обшить. Бывает или велюр красивый, или вот такого вот качества, как вот эти вот пледы, да, скажем так. Вот. А может, вот знаете, вот эти, которые обшивают мебель, может у них спросить, если, допустим, я, например, куплю таких пледов, допустим, штук 6, да, смогут они, интересно, с моего материала обшить? Мне вот этот вопрос очень интересен. Чтобы материал был мой, тогда и дешевле. А так, выходит, я звонила, где-то 17-18 тысяч выходит, если вот их материя, все вот это, да, то это выходит очень-очень, ну, как бы дорого для меня. Ну, я не хочу на старую мебель тратить столько денег, скажем так. Уж лучше купить ее тогда новую, правильно? Софишка, а людички за тобой скучают. Говорят, где же людички? Сейчас бабушка домой же едет. А? Как бабушку зовут? А? Тебе же Дэти казалось, что ты не говорила, как бабушку зовут. А ты видел, как меня зовут? Ты любишь бабушку? Да? Что бабушка приедет, что тебе скажет? Ох, кажаляк, что бабушка скажет? Выключи музыку, молотела, а то у меня права включат. Ты пчела, я пчеловод. А какая тебе песня еще нравится? Чай. Индийский чай, грузинский чай. Громко спой. Чай. Чай, индийский чай, грузинский чай и хамал чай. Это... Ты хочешь, чтобы маме авторские права включили? А что? Это такое, что музыку у каждого человека на свою музыку стоят авторские права. И если человек не хочет, чтобы я ставила его музыку, мне могут включить авторские права. И послаживай, пожалуйста, свои игрушки. Нет, лучше послаживай там игрушки аккуратно свои. Софишка что, тоже галушки делает? Не, ручками трогать не надо.
Ничем. Мы просто скажем, что это ты все сделала. Ладно? Не нужно ручками. Все, садись на диван, не трогай. Ма... Став Петр, Илова хал. Присаживайся, пожалуйста. Девочки, сейчас уже супруг приедет. Свет надо на улице включить. Ма, ты куда? Я ворота открою, хорошо, папе? А я посмотрю. Куда посмотришь? Туда как открывать. Если стану большой, как я буду двери открывать? Да? Ну хорошо. Ой, снежок хрустит, как хорошо. Ой, какой хороший вечер, посмотрите. Да. А сугробы мы и не убрали. Только дорожки сделали. Ой, какой вечер хороший. Зарево какое. Зарево нежное. Стер сгоревшего огня. Классно. Снег прям блестит. Скрипит. А горы, посмотрите. Все в снегу. Я скачу, Анжела быстро-быстро лопатой вот тут чуть-чуть убрала сейчас. Ворота сколько дней закрыты были. Холодно на улице. Мы болеем просто. Только себе дорожку сделали и все. Исхана дома нету. Нам особо работать тоже блестит, как снег. Мороз и солнце, день чудесный. Всем привет! Амадел, не открывай! Ты кашляешь, не открывай. Будешь опять ночью сильно кашлять. Будешь ночью сильно кашлять, не открывай окно. Скоро приедет папа. Закрывай окно. Ой, зима. Какая хорошая зима. Не волнуйся, не упаду. Морозец капитальный. Вон сосульки висят. Вот жду Марнану. Галушки леплю. Вот даже уже приехать. Колбаса у меня уже сварилась. Скажи, Наташа, какая вкусная. Я такой в жизни не ела. Так, девочки, у нас почти все готово. Смотрите. Я отсюда с пялки. Мы так видео на 2. Анжела на мою. Я отсюда чесночка натерла на терке. Вот. Чеснок. Кастрюля у нас кипит. Галушки лежат, пусть лежат. Сразу кинем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. И соли чуть-чуть, по чуть-чуть. Раз, два. Софиш, не балуйся, ладно? Покажи. Вот так вот сольки в этот. Папа приехал. Армаял щилью. И вот так перчика чуть-чуть. Так, все, я кидаю галушки. И вот в эти пиалы. Так, девочки, галушки уже у меня кипят. Колбаса сварена. Смотрите, какая красивая.
Все, закрываю, пусть еще хорошенько прокипят. И будем кушать. Так, все, девочки. Сюда сейчас буду доставать, сразу бульон наливать. Ну, бером. Так, Анжела пока со стола стирает. Так, кружки у меня пускай будут для бульона. Так, девочки, все, доставать буду галушки. Хороший бульончик такой, только чуть большевато. Ну, меня так супруг любит. Он говорит, что мне нравятся маленькие, но я сделаю так, как он любит. Ему нравятся длинные. Чтобы было на вилку что наколоть. Мы обычно больше делаем, но сейчас Анжела их не будет есть. А нам троим, бабушке, ему и мне, этого хватит. С колбасой сейчас. Чтобы водичка стекала хорошо. Бульон, видите, какой желтенький, наваристый. Так, все, девочки, готовы наши галушки. Бабушка приехала домой. Да, Софишка? Ты будешь кушать с бабушкой и с папой, да? Сейчас мы еще, это просто хотела показать, как это смотрится. Ну, вообще, много людей, которые, ну, не знают. Вот галушки, колбаса. Сейчас каждому поставлю тарелочку. Так, все, сейчас. Ты бабушку позвала кушать? А? Иди бабушку зови, она что же кушать хочет? Юла гайола бабе. Алле! Софишка, дотягни шилью. Закрывай двери. Алле! Что бабушка сказала? Лама сделает. Лама сделает. Сейчас придет, да? Давай подвигайся. Что, не хочет папа кушать? А что он не ест? Он хочет кушать. Почему он не ест? Быстро ешь. Она ждала, папу выглядывала, каждые 5 минут уже достала, где папа, вы обманываете, он не приедет, наверное. Приедет. Давай выключай камеру и спокойно поесть. Девочки, еще раз добрый вечер всем. Сюреди Кюэлма серии. Через вчерашнее видео вы мне очень хорошо помогли. Спасибо большое. Мы этой ночью вообще не спали, как никогда. Она прям сильно аж вырывала. Я уже думала скорую вызывать. Многие написали, и я сама об этом знала, о том, что да, когда ребенок идет в садик, что в течение года это будет, что все писали, что киса. У нас тоже неделю ходили, неделю дома сидели. Пока ребенок адаптируется ко всему этому, у каждого свой организм, свои какие-то микробы. Понятно, что я тоже так подозревала, потому что, как сказать, в холоде она у меня не бывает, раздетая по улице, без присмотра она у меня не бегает всегда. Варежки, куртка теплая, шапка, все одевается, раздетая не бегает. Это что-то такое, вот, как бы сказать, сезонное, либо от садика. Вот, и что вы вчера все мне подсказали, я вот хотела все, чтобы без химии, без всякой этой. И многие девочки писали, киса, возьми простой пертусин, сироп. Очень хорошо помогает, как в те советские времена. Далее солодкий сироп, он, конечно, не очень приятный, но надо пить. Далее у нас масло касторовое, это тоже мне говорили, грудку намазывать на ночь. Освободил?
Дальше аскорбиновая кислота. Ну, кислота, да, мы так в детстве много кушали. Еще фрукты я тоже хочу купить. И у нас яблоки-то есть, надо апельсин, мандарин докупить. Только недавно закончились, но нужно, чтобы кушала. Дальше лазолван, это супруг купил. Тут... я думаю, почему это две разных коробки. Здесь вот одна для ингаляции. У нас есть аппарат дома, я покупала в прошлом году за 5000, по-моему. Хороший аппарат у нас есть. Это вот отхаркивающий для взрослых и детей с рождения. Да, это для ингаляции. А вот это вот, ну, просто сироп детский. Отхаркивающее мукологическое средство. Для детей с рождения. Ну, в общем, можно. Дальше сбор грудной. Это как он успокаивающий. И вообще полезно пить такие чаи. Писали, что киса пускай чаек такой пропивает. Шиповник из трав. Вот. Шиповник тоже купили. Вот. Пертусин сироп. Давно я это все не покупала. Пертусин купили. Солодка купили. Масло купили. Аскорбиновое купили. Сок купили. Да, Людечка, все привет. Покажи. Дахлал? Дахлал? Покажи. Свободя? Это сок. Дальше вот такие, правда, я не знаю, что это он купил. Витаминизированный батончик с какао в шоколадной глазури. 2 таких батончика, потом гематоген Давай детский почитаем. и мукалтин. Мам, Конфеты. давай почитаем. Свободя! Все, есть еда, свободя, куда? Так. А это, по-моему, для бабушки он купил, да. Боярышника настойка, пустырник, валерьяна и вот это синаде. Это бабушкина. Вот, ну, в общем, будем лечиться. Сегодня на ночь сделаем ингаляцию обязательно. Вот, пертусинчика прям сейчас дам, она покушала. Чаек. Чаек позже, да? Шиповника. Ага. Все. Софишка, бабушка приехала, да? Да. Любишь бабушку? Да. Привет, Алекс. Привет, Алекс. Приветики. Как дела? Добрый вечер. Вüste Kelchmaseri. Der Schmuck Scheimassenara. А что Как тебе? здоровье? Софишке скучать день заедах, Софи. Дома не было меня. А? Шоколадный. Вахал, Улья, вахал? Дай шоколад бабушке. А, еще вот что купили, финики. Финики мы очень любим. Софишке вообще полезно. Ты бабушке дашь шоколадку? Ты же не жадная, да? Бабушки, я моя чатни. Молодец. Бумажки ты не будешь, да, раскидывать? Анжела ж убирала, все подметала. Угу. Что? Давай. Ажал? Ага. Видел? Спокойной ночи всем. Скажи всем пока, пиши, скажи, говори, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пишите комментарии. Громко говори, люди ж не слышат. Всем пока. Ставьте лайки, Ставьте лайки. пишите комментарии, да? Пишите комментарии. Все, пока. Все, мы будем пить чай. Всем пока. Спокойной ночи.